Тузловский национальный парк – система украинских лиманов, раскинувшихся недалеко от румынской границы. Здесь можно прикоснуться к живой природе. Закон Украины обязывает сохранять эту территорию в первозданном виде. Эти заповедные места привлекают не только ученых и туристов. Тузловские лиманы – излюбленное место охоты браконьеров. Администрация парка утверждает, что размах охотников-нелегалов в нынешнем году достиг небывалых масштабов. Уровень у нас охотников очень низкий, к сожалению. Отстреливают все, что летит. Если и браконьерить, то взял там одного-двух, сколько там гусей, норму выбил и пошел себе домой. Но нет же. Такие охотники ставят под угрозу вымирания целые популяции рыб и птиц. Ученые подчеркивают, что через эти места весной и осенью мигрирует множество видов пернатых. Многие из них занесены в разные списки краснокнижные, в том числе и Красную книгу Украины, Европейский красный список, Международный красный список. Регулярные рейды природоохранных органов ситуацию улучшить не могут. Охотой и рыбалкой в районе лиманов промышляют люди разного достатка и социального положения. Например, на этой любительской съемке бывший начальник местной милиции. Вы находитесь на территории парка? Нет, мы вот там. Вы находитесь на территории национального парка. Выключи, говорю. Дирекция парка обвиняет бывшего милиционера в браконьерстве. По их словам, Владимир Друговин вместе со своими друзьями регулярно устраивает на территории заповедника сафари. Он это отрицает. Это клевета. Это клевета. Это ничем не обоснованная клевета. Местные рыбаки тоже не считают себя браконьерами. Они пожаловались областному руководству на экологов. Рыбный промысел для них – способ выживания. У людей забрали возможность работать и зарабатывать, кормить свои семьи, но взамен сегодня никто ничего не получает. Но ученые неумолимы. Если над ловчими не установить жесткий контроль, то в ближайшие 10 лет местная фауна может значительно поредеть. И к этому есть все предпосылки. Количество браконьеров намного превышает число инспекторов, которые должны поймать их с поличным. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесская область.